В рамках проекта «Слово доктору» мы каждый день в нашу студию приглашаем врачей разного профиля, которые рассказывают, делятся опытом, развенчивают мифы о COVID-19 и пандемии коронавируса в целом. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях под публикациями, под прямым эфиром в платформах YouTube, Instagram и Facebook. Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог, специалист по антивозрастной медицине Марина Горнаженко. Марина, добрый вечер. Добрый вечер, Иркин. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам, поделиться опытом. Мы сегодня будем говорить про витаминотерапию, про антивозрастную медицину, как это связано с COVID-19. Но, если позволите, давайте начнем тогда с общего знаменателя по антивозрастной медицине. Вообще, что такое антивозрастная медицина? Но антивозрастная медицина – это направление в медицине, это, можно сказать, ответвление медицины, которое берет свое начало с американских стран, в Америке. Это медицина, которая направлена на профилактику, на превентивные меры, которые не позволяют развиться тому или иному заболеванию. То есть мы всегда должны с вами понимать, что какое бы ни было заболевание, оно не возникает в один миг, в один момент и так далее. Оно берет свое начало с каких-то незначительных изменений в организме, которые в свою очередь вытекают в какую-либо нозологию. И антивозрастная медицина – это та медицина, которая направлена на то, чтобы не допустить развития вот этих тяжелых заболеваний. Мы тут учитываем в рамках антивозрастной медицины генетическую предрасположенность и специальные генетические тесты, которые позволяют выяснить, есть ли предрасположенность, наследственная отягощенность у пациента к тому или иному заболеванию. Мы тут сопоставляем факторы внешней среды, внутренней среды, которые могут повлиять на развитие того или иного заболевания. Также мы учитываем характер питания, трудовую деятельность пациента и все возможные негативные факторы, которые могут предвещать развитие определенного заболевания. Затем мы исследуем пациента для того, чтобы понимать состояние человека на данный период и уже складываем мнение о состоянии его здоровья и стараемся максимально исправить те моменты, которые негативно влияют на пациента. Ну, например, если мы возьмем в отдельности такое заболевание, как сахарный диабет, если у пациента зачастую на фоне наследственной предрасположенности развивается эта патология. Но мы можем на фоне предсахара, так как мы говорим, то есть на фоне инсулинорезистентности прекратить вот эту цепочку развития сахарного диабета и предупредить его развитие. Либо сделать так, чтобы сахарный диабет, если уже и возник, он протекал менее тяжело, для того, чтобы не развились какие-то клинические какие-то осложнения от сахарного диабета. Ну и это коротко то, чем мы занимаемся в рамках антивозрастной медицины. То есть работаете на опережение, да, болезни? Да, стараемся работать на опережение. К сожалению, конечно же, сразу хочу отметить то, что не все заболевания нам удается предвидеть и предсказать, потому что зачастую, например, если мы возьмем характер работы, очень часто пациенты могут работать в такой среде, где, например, бывает отравление и так далее, тут мы, конечно же, уже бессильны. А вот если заболевание обусловлено наследственной предрасположенностью, неправильным образом жизни, то мы, конечно, можем его предупредить, направить пациента на правильный путь, скажем так, и тем самым предупредить развитие и разгар этого заболевания. Ну, Марина, в рамках нашего проекта мы говорим о COVID-19, о коронавирусе. Возможно ли предупредить заболевание COVID-19? Или оно входит в разряд тех самых болезней, которые невозможно предугадать? Конечно же, да, мы сегодня с вами будем разговаривать о COVID-19. Сразу же хотела бы отметить то, что это, получается, патология, она достаточно новая не только для нашего населения, для наших докторов. Это во всем мире получило такую вспышку впервые, можно так сказать, поэтому это заболевание мало изучено. Мы не знаем, как оно в точности протекает, что влияет на тяжесть процесса. Очень мало работ касательно COVID-19 и вообще этого заболевания. Поэтому мы можем предполагать, что может влиять на развитие данного заболевания и как мы можем профилактировать данное заболевание. Конечно же, мы
всем известный факт, то, что COVID-19 дает свои осложнения у пациентов, у которых есть какие-то хронические истощающие заболевания. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания эндокринного профиля и так далее. Тут мы должны понимать, что чем здоровее, скажем так, организм, тем он легче, чисто теоретически, перенесет COVID-19. Поэтому мы стараемся максимально сделать все возможное для того, чтобы организм укрепить. А укрепление организма — это в первую очередь, конечно же, повысить сопротивляемость организма к внедрению чужеродной инфекции и в процессе минимизировать риск осложнений от COVID-19. Марина, но до дня сегодняшнего я, по крайней мере, знал об осложнениях. Ну, вот сахар мы с вами перечислили, это гипертоники, это сердечно-сосудистые заболевания, это онкозаболевания, это люди с избыточным весом. Но вот из ваших уст я только что услышал еще и заболевания эндокринного профиля. Можно про них немножко поподробнее? Ну, есть различные заболевания в эндокринологии, в частности, например, если мы возьмем аутоиммунный гипотиреоз, это патология щитовидной железы, когда идет снижение функции щитовидной железы. Конечно же, это заболевание при длительном своем течении может привести к тому, что организм работает уже не... Получается, работу организма разлаживает, за счет этого организм слабеет, ну, если говорить простым языком. Поэтому, так же, как и аутоиммунный тиреоидит, мы можем перечислять, в принципе, любые заболевания, независимо эндокринного профиля они, либо это гастроэнтерологические заболевания. Если эти заболевания привели к истощению организма, они могут дать риски осложнения от COVID-19. То есть людей, болеющих заболеваниями эндокринного профиля, мы тоже можем вносить в группу риска? Но тут все зависит от того, как долго пациент страдает от этого заболевания и насколько сильно оно отразилось на его организме. Поэтому, конечно, мы не можем абсолютно сказать, что все пациенты с эндокринной патологией подвержены тяжелой форме COVID-19, но мы можем понимать из этого исходя то, что если это заболевание негативно отразилось на работе всего организма, то тогда, конечно же, риски получить осложнения от коронавируса, они возрастают. Это, конечно же, еще раз хотела бы отметить, что не все доказано. К сожалению, нет точной доказательной базы относительно этих всех моментов, но по факту мы видим, да, что пациенты, в принципе, бывают и молодого возраста, которые не имеют ни сердечно-сосудистых заболеваний, ни сахарного диабета, а у них протекает коронавирус в тяжелой форме. Многие пациенты, мы должны понимать, что они недообследованы, потому что многие хронические заболевания, они могут проявлять себя в минимальном отношении, либо вообще не проявляться и протекать субклинически. Поэтому, если пациент относительно здоровый получил какое-то либо осложнение, это не говорит о том, что в принципе у него не может быть каких-то гормональных дисбалансов, которые бы и повлекли за собой осложнения. Но мы сегодня анонсировали, что будем говорить и про витаминотерапию. Давайте, наверное, если позволите, уже в эту тему углубленно уйдем. Что такое витаминотерапия? Ну, витаминотерапия – это вообще как бы ответвление, часть антивозрастной медицины. Мы тут не можем говорить, что только витаминотерапия. Это, я бы так назвала, восполнение дисбалансов, восполнение дефицитов. Потому что у человека может быть дефицит не только витаминов. Мы можем по итогу получать дефицит микроэлементов, например, дефицит железа повсеместно у нас распространен, дефицит йода, дефицит селена, дефицит магния. Мы также можем иметь дефицитное состояние в отношении аминокислот, в отношении белка в последующем. То есть мы должны тут говорить о том, что мы должны восполнять все те микро- и макроэлементы, которые у человека находятся в дефицитном состоянии. А восполнять их путем назначения витаминов? Но, конечно же, мы тут разбираем каждый случай индивидуально. То есть мы должны понимать, что из природных источников, например, овощей, фруктов, мы не сможем получить при дефиците нужную дозировку. То есть чисто теоретически человек никак не сможет съесть
в день съедать в день 3 арбуза или там 2 килограмма яблок и так далее. Поэтому мы прибегаем, да, к добавкам. Их называют биологически активные добавки, мы называем их нутрицептики. Это те препараты, которые в своем составе содержат витамины, микроэлементы, аминокислоты, ну и другие компоненты, которые необходимы для нормальной работы, для нормального функционирования биохимических процессов. Ага, ну давайте возьмем такого среднестатистического кыргызстанца, лет 35, человек работает, у него офисная работа, утром ездит на своем автомобиле, вечером приезжает домой. Но при условиях, мы знаем, чем в среднем питается кыргызстанец, погодные условия, мы знаем, что у него сидячая работа. Каких витаминов в основном не хватает нашему населению? Да, конечно, в процессе своей работы мы уже провели определенный анализ, мы уже понимаем, на что нужно делать упор среди нашего населения, потому что относительно каждый из нас питается примерно одинаково, мы одинаково проводим время, плюсы, конечно, минусы есть, но в принципе все достаточно одинаково у каждого из нас. Мы наблюдаем большой дефицит железа у нашего населения, несмотря на то, что мы употребляем большое количество мясных продуктов и так далее. Это может быть связано, конечно, с транспортировкой или усваиваемостью железа, но мы наблюдаем дефицит железа, мы наблюдаем дефицит фолиевой кислоты, то есть витамина В9, мы наблюдаем дефицит витамина В12, мы наблюдаем повсеместный дефицит витамина D. И, конечно же, дефициты водорастворимых витаминов, потому что они, в принципе, практически все не имеют депо, то есть не депонируются в организме. Также они проявляются у нас в дефицитах. Но особо я бы хотела отметить как раз-таки это дефицит магния, дефицит железа, дефицит витамина D, дефицит омега-3 жирных кислот и дефицит йода и селена. Это очень большая проблема для нашего населения, потому что повсеместно мы сейчас выявляем гипотиреоз. Ага, Марина, а к чему это может быть привести? Вот же дефицит железа, магния, йода, витамина D. К чему это может привести? Но если мы возьмем на самом простом примере, потому что многие витамины, микроэлементы, они участвуют во многих биохимических процессах. Если мы возьмем самый простой пример, это дефицит йода. Еще у нас наш академик Иса Ахунбаев исследовал этот вопрос. У нас, к сожалению, и в Бишкеке, в особенности на юге, я бы хотела отметить, эндемический дефицит йода. То есть у нас в почве, почва истощилась, у нас не хватает йода. Чтобы мы понимали, из йода при помощи селена в щитовидной железе синтезируются гормоны щитовидной железы, это Т3 и Т4. Если у нас банально не хватает йода, то есть не из чего синтезироваться гормоном щитовидной железы, пациенты уходят в гипотиреоз. Гипотиреоз – это недостаточная функция щитовидной железы, то есть у нас не хватает этих гормонов. Щитовидная железа – это, грубо говоря, если мы будем говорить, это кольцо, через которое регулирует другие эндокринные органы, которые регулируют различные биохимические процессы. Поэтому при гипотиреозе мы видим большое количество клинических проявлений, широкий спектр клинических проявлений, а также мы видим вплоть до нарушения выработки половых гормонов. То есть при гипотиреозе даже могут страдать другие органы и системы только из-за гипотиреоза. Вот если болезнями назвать, в которые мы привыкли, ну вот я знаю, нехватка йода – это ЗОБ, да? Ну да, это компенсаторная реакция организма на дефицит йода. Это увеличение щитовидной железы в размерах, за счет этого образуется ЗОБ. Если по поводу железа или там магния? Если по поводу железа, из железа самый главный момент – это синтезируется гемоглобин. Гем – это, получается, это железо, глобин – это белок. То есть, если не будет железа, по сути, наш гемоглобин с вами не будет синтезироваться. Будет синтезироваться патологический гемоглобин, который плохо связывает и переносит кислород. За счет этого организм будет в гипоксии. Чтобы мы понимали, что такое гипоксия, это если мы с вами, например, поднимемся высоко в гору, нам будет тяжело дышать. В этих условиях физическая способность наша очень снижается, то есть нам тяжело даже ходить. И в таких условиях, чтобы мы понимали, работает каждая клетка нашего организма. Когда у нас дефицит железа, весь организм работает в условиях гипоксии. И есть такое утверждение, что как раз-таки в условиях гипоксии и зарождаются все злокачественные новообразования, идут сбои в работе всех систем, включая эндокринных органов, и это приводит к таким более серьезным последствиям. Просто по итогу, когда пациент уже чувствует какие-то нарушения, он обращается к врачам, конкретно уже к онкологам, к эндокринологам,
мало кто задумывается, что это все взяло начало с того, что у нас банально не хватало железа. Поэтому тут нужно как раз-таки нужны превентивные меры, то есть на этапе дефицита, потому что дефициты протекают зачастую субклинически, нету явного клинического признака какого-то дефицита. То есть, например, дефицит йода, это выпадают волосы, но волосы могут выпадать по многим причинам, и пациенты сами по себе не свяжут выпадение волос с дефицитом йода. Поэтому тут нужны профилактические осмотры, профилактическое обследование пациентов, чтобы это все выявить. Мгм. Но я правильно понимаю, что в таких домашних условиях там, каждый день кушая там, определенное количество яблок, я не знаю, огурцов, мяса, соли, орехов, того же самого йода, мы все равно не восполним ту потребность нашего организма в витаминах? Но чисто теоретически, если сбалансировать свое питание правильно, то можно восполнить все потребности организма, то есть суточную потребность. Мы не говорим о том, что восполнить дефицит, если он уже развился. Мы говорим о том, чтобы хватало организму на сегодняшний день, грубо говоря. Но, как правило, некоторые пациенты утверждают, что они полноценно кушают, они кушают то, что они хотят, но это не значит, что это питание рационально. То есть человек может просто не хотеть кушать яблоки, и при длительном неупотреблении яблок у него может развиться какой-то дефицит. По факту мы получаем, что все люди с определенным дефицитом. Я еще никогда не встречала в своей практике человека, у которого бы отсутствовало хотя бы 3 дефицита, то есть хотя бы по 3 пунктам у нас не было бы дефицита. Поэтому, в принципе, стоит всем над этим вопросом задуматься, потому что я не думаю, что мы сможем настолько правильно питаться и настолько четко следить за своим питанием, чтобы не допустить развития дефицита. Мгм. Ну да, потому что там и рыбу не всегда кушаем, Да. кто-то не любит молочку, кто-то, наоборот, не любит фрукты. Это все потом, оказывается, сказывается на дефиците витаминов, да? Да. А теперь приходим к тому, что мы должны, да, обращаться к врачу или можем как бы без без направления врача, без назначения врача начать принимать эти витамины. Есть какой-то такой комплекс витаминов? Ну, вообще, каждый день, да, нам поступают вопросы, что можно без анализов и без вас мы бы могли попить. К сожалению, даже я не знаю. Если бы я знала, конечно, я бы ответила на этот вопрос. Но просто у человека дефициты развиваются индивидуальные. Например, у человека может развиться дефицит в силу его заболеваний желудочно-кишечного тракта. И развиться такой дефицит, который не свойствен, в принципе, нашему населению. Поэтому тут очень важно обследовать пациента. Многие пугаются, что просто чтобы установить, чего нам в организме не хватает, должны и гастроскопию сделать, и копрограмму сделать, и кровь сдать и так далее. Но это все необходимо, потому что по факту мы должны не только установить дефицит, мы должны еще установить, почему развился этот дефицит, в силу чего у нас, например, банально перестало хватать железа в рационе и так далее. Для того, чтобы пациент постоянно не принимал определенные препараты, для того, чтобы мы могли в определенный момент сбалансировать его питание, и он мог бы обходиться без препаратов. Поэтому мы обследуем пациента полностью. И даже если мы хотим восполнить только дефициты, нам нужно тут обследование, потому что мы мало того, что должны назначить препарат, мы должны еще угадать с его дозировкой. Дозировку мы подбираем строго с учетом степени дефицита. То ли это слабо выраженный дефицит, то ли это глубокий дефицит. Тут будет совершенно разная дозировка. И если пациент в глубоком дефиците, а мы назначили ему препарат в суточной потребности, то тогда никакой динамики положительной мы не будем отмечать, потому что это банально пациенту мало. То есть, если мне нужно принимать витамин D, я не могу просто купить витамин D и начать его пить там, с завтрашнего дня, да? Я обязательно должен сдать анализы, пройти, значит, обследование у специалиста, и тогда он скажет, назначить мне дозировку, нужную, малую, там, большую форму. Ну, вообще, конечно же, по правилам, по-хорошему, было бы хорошо, если бы мы все делали так. Но, например, на сегодняшний день я могу утверждать то, что лучше не ждать, пока вы соберетесь, пойдете в лабораторию, получите эти анализы, дойдете до врача, получите нужную дозировку, закажете препарат и дождетесь этот препарат. Хотя бы уже какую-то дозировку, есть дозировки, которые в принципе не навредят и не вызовут гипервитаминоза. Я рекомендую, многие пациенты ко мне сейчас, особенно в данный период, обращаются, я им расписываю схемы терапии без анализов, ну хотя бы чтобы какая-то коррекция была. Но все равно, если мы хотим заняться основательно своим здоровьем, мы, конечно, должны пройти полностью весь этот путь. А вот бывает от природы избыток витаминов?
Получается, витамины это незаменимые препараты, то есть витамины должны поступать только с пищей и с биодобавками. Только два витамина, это витамин К2 и витамин D, могут синтезироваться в организме. То есть от природы не бывает так, чтобы у нас слишком много этого витамина синтезировался, и мы ушли бы в гипервитаминоз. Либо получить очень большие дозировки, и это на всю жизнь, это тоже так не бывает. Поэтому, в принципе, таких случаев мы не встречали. От природы гипервитаминоза не бывает, врожденных таких проблем не бывает, поэтому этого не стоит бояться. Денег и витаминов лишними не бывает, да? Вот так вот. И здоровья. Марина, а в случае вашего назначения, когда врач назначает, и мы уже витамины получаем не через пищу и овощи, фрукты, а получаем через биологически активные добавки, бывают какие-то противопоказания? Конечно же, все яд и все лекарство зависит только от дозировки. То есть мы должны понимать, что каждый препарат, который бы мы ни принимали, должны строго учитываться все нюансы. Потому что очень часто бытует такое мнение, что витамины — это, в принципе, тот препарат, как раз-таки, который можно попить самостоятельно и от которого я завтра увижу результат. Нет, такого не бывает. У каждого препарата есть свои побочные эффекты, у каждого препарата, каждый препарат можно передозировать и дать им с помощью него осложнения разного рода. Например, при передозировке витамина D, хоть, да, многие наши именитые доктора, которые занимаются именно изучением витамина D, утверждают, что передозировки витамина D не бывает, но все равно описаны случаи, когда возникала передозировка. Это все сопровождалось кальцификацией почечных сосудов, поэтому, например, мы рекомендуем определенное количество препарата на определенный промежуток времени. Также йод, например, если вы самостоятельно начнете пить, и у вас, например, будут в щитовидной железе, предположим, автономные узлы, он даст рост этих автономных узлов, и тем самым мы можем получить узловой зоб. Поэтому, конечно, самостоятельно я не рекомендую принимать какие-либо препараты. Есть группа витаминов и микроэлементов незначительной дозировки, которые, в принципе, можно принимать самостоятельно. Но тут не факт, что эти препараты вам помогут. То есть вы их пьете для какой-то цели, вы хотите скорректировать какой-то дефицит, вы хотите улучшить какую-то клиническую симптоматику, но вы не получите результата от такой терапии, потому что это будет терапия вслепую, и не факт, что она поможет. Ну вот теперь, если прийти к профилактике непосредственно того, чего боится сейчас вся планета, COVID-19, а для профилактики заболевания COVID-19 существует какой-то ряд витаминов? Или мы можем сказать, все витамины — это вот профилактика ковида? Да, конечно, как я уже выше говорила, COVID-19 — это такое заболевание, которое мы еще, к сожалению, не изучили. Да, поэтому точно и однозначно вам никто не ответит на этот вопрос, что бы мы могли сделать, скажем так, для профилактики. Потому что если бы кто-то знал, как профилактировать это заболевание, просто-напросто люди бы перестали им болеть. У нас есть ряд исследований, у нас есть статьи, которые доказывают о положительном влиянии применения, например, того же витамина D, цинка, витамина С на течение и вообще заболеваемость коронавирусом. Поэтому есть некоторые публикации, но тут я бы хотела отметить очень важный момент. Человеку для нормального функционирования организма, в том числе и иммунной системы, необходимы все те витамины, которые нужны организму. То есть, если у человека будет все в порядке и дефицит железа, хотя для нас не принято железо назначать в плане профилактики к коронавирусу, но если у человека будет глубокий, долгоиграющий дефицит железа, организм будет слабый, и тем самым, конечно же, коронавирус может протекать тяжело. Поэтому в первое правило мы должны понимать, мы должны скомпенсировать все дефициты, которые есть у человека. Не нужно сверхдозы, не нужно длительную терапию, но мы должны выявить и компенсировать все те дефициты для того, чтобы хотя бы иммунная система работала как положено и дала адекватный иммунный ответ на внедрение коронавирусной инфекции. Но есть стандартный набор, который мы можем оглашать для профилактики и в некоторых случаях для лечения коронавирусной инфекции. Есть ряд публикаций, которые уже дали, исследователи уже изучили определенные моменты, и мы можем с большой вероятностью сказать, что витамин D – это один из нужных витаминов, но мы сейчас его не называем и не считаем витамином. Это
витамин D гормон, который профилактирует и дает возможность протеканию коронавирусной инфекции в легкой форме, не дает развития пневмонии, конечно же, у относительно здоровых людей. То есть, если мы будем разбирать пациента, у которого сахарный диабет на протяжении 15-16 лет и который получил большую вирусную нагрузку, даже с хорошим уровнем витамина D, тут нет гарантии, что пациент перенесет это все в легкой форме. Возможно, тут уже будут осложнения. Но для относительно здоровых людей, конечно же, по факту мы видим, что витамин D дает течение коронавирусной инфекции в легкой форме. Поэтому именно об этом витамине достаточно большое количество статей, его достаточно хорошо изучили, его начали изучать еще из эпидемии гриппа, то есть мы еще задумались о витамине D, когда были эпидемии гриппа, и мы отмечали его хорошее влияние на течение и заболеваемость гриппа, то есть было очень сильная снижаемость, сильно снизилась, получается, заболевание гриппа на фоне хорошего уровня витамина D. И сейчас его применяют относительно коронавирусу, и тоже достаточно хорошие данные по витамину D и коронавирусной инфекции. Но пока мы точно не можем сказать, да, но это неоднозначно, что витамин D это самый лучший витамин для профилактики COVID-19. Но из определенных исследований мы можем, по крайней мере, рекомендовать витамин D, точнее, вы, врачи, можете рекомендовать витамин D, да? Да, но сейчас все эти данные, они строятся, конечно же, из нескольких публикаций, их порядка 15 относительно витамина D, и они в основном американские. Также мы строим свои данные из опыта наших и опыта наших зарубежных коллег, которые также ведут пациентов с дефицитами. Смогу сказать по своей практике. Мы занимаемся антивозрастной медициной уже порядка 2 лет. Сейчас активно у меня на терапии порядка 30 пациентов, с которыми я поддерживаю связь. И я сделала такой небольшой опрос среди этих пациентов. Из этих пациентов никто не перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. И тем самым все перенесли в форме легкого ОРВИ, то есть было максимум ангина, заложенность в носу, потеря обоняния и вкуса. Даже были случаи, когда в одной семье, в одном доме определенные люди болели, а те, кто принимали витамин D, они не заразились от них. И это достаточно хорошие данные, и они позволяют нам предположить то, что витамин D действительно работает положительно на течение коронавирусной инфекции. Вот витамин D или другие витамины, про которые мы говорим, это обычные витамины, которые мы можем купить в аптеке, или это витамины того, ну, как принято говорить, сетевого бизнеса? Ну, вообще, витамин D подбирать нужно не по брендам, нужно подбирать по активному веществу, то есть самое хорошо усваивается это витамин D3, то есть холикальциферол. Мы должны подбирать по активному веществу и по дозировке, то есть в зависимости от дефицита мы подбираем дозировку и активное вещество, и тем самым мы получим то, что оно дает нам нужный результат. К сожалению, в наших аптеках хорошего витамина D, то есть с хорошей дозировкой и в хорошей форме достаточно мало. Ну, в принципе, он есть. В принципе, мы можем и в аптеках найти хороший витамин D, мы можем и заказать в определенных местах этот препарат. Ну, и некоторые, да, сетевые производители, они также предлагают хорошие витамины D, но это, конечно, нужно индивидуально рассматривать каждый препарат. А образ жизни влияет на течение болезни или сложность этой болезни? Конечно же, многие предполагают то, что у нас такое развитие приобрел коронавирус из-за нашего образа жизни, из-за нашего отношения к нашему же здоровью. Образ жизни играет большую роль в отношении нашего здоровья. Почему? Потому что пассивный образ жизни, вредные привычки, отсутствие спорта, отсутствие свежего воздуха, экология, это все негативно, однозначно негативно сказывается на нашем здоровье. И чем хуже, грубо говоря, наше здоровье, если говорить простым языком, тем тяжелее протекают различные, в том числе вирусные патологии. Наверное, поэтому, да, в Бишкеке, ну, я, конечно, предполагаю, в Бишкеке там большое количество заражаемости и смертности, и вообще пневмонии, чем в регионах. Ну, у нас там каждую зиму проблема смога стоит.
А это тоже влияет на нашу дыхательную систему? Нет, однозначно смог, вредные привычки в виде курения, они негативно отражаются на нашей дыхательной системе. Это однозначно, но и тут еще играют факторы, конечно, это неоднозначные причины, потому что тут еще в Бишкеке скученность населения, близкий контакт, люди могут в кафе заразиться, в магазинах и так далее. Это тоже играет определенную роль. Марина, ну и еще несколько вопросов уже не по витаминам. У нас в последнее время очень стало популярно вообще несколько дней говорить о том, что хиджама лечит от коронавируса. Но если бы было все так просто, вряд ли бы у нас коронавирус приобрел такую пандемию, да? Хиджама – это, грубо говоря, простым языком, кровопускание. Кровопускание – это когда, ну, с точки зрения специалистов, которые это все делают, выпускают плохую кровь. Но на самом деле, с точки зрения медицины, кровь не делится на хорошую и плохую. Кровь, она одинакова, потому что кровь, она протекает через все сосуды, и у нее, получается, по замкнутому кругу она циркулирует. То есть та кровь, которая в глубоких сосудах, сейчас она может через время быть уже в тех капиллярах, и на эту кровь уже говорят плохая. Хиджама – это кровопускание, это, грубо говоря, выпускаем лишнюю кровь, но не бывает крови лишней. А осложнение от коронавируса – это тромбоэмболия легочной артерии, когда идет повышенная агрегация тромбоцитов. И мы никак не повлияем с помощью хиджамы на этот процесс, поэтому это достаточно неверное утверждение, и не стоит на это вестись, потому что эту процедуру нужно выполнять правильно и в специальных условиях. Те предметы, которые соприкасаются с человеком, они должны проходить все этапы стерилизации для того, чтобы предотвратить заражение человека инфекциями, которые передаются через кровь. Поэтому я категорически не рекомендую прибегать к таким методам лечения и все-таки доверять доказательной медицине. Ну, давайте будем честны, и не всегда вот эту процедуру хиджамы проводят в таких стерильных условиях, как надо. Используют один и тот же предмет, я не знаю, аппарат для нескольких пациентов. Там, где кровь, там велика вероятность заражения и ВИЧ-инфекцией, и гепатитами А, Б, С, ну, не дай бог, Д. Да. Проблем очень много, да? Очень много, и я больше даже скажу, мало где эту процедуру выполняют правильно. Поэтому доверять этой процедуре не стоит, потому что вы в последующем можете заразиться такими заболеваниями, которые уже вылечить не получится. Ну и давайте поговорим про реабилитацию. Человек готовился ко встрече с COVID-19, какую-то профилактику провел, пил витамины. Будем надеяться, что COVID-19 вообще не заразился, но если заразился, прошло бессимптомно или легко. И после того, как человек уже вылечился по COVID-19, нужно ли еще что-нибудь предпринимать? Или вот я вылечился, и все здорово, замечательно? Конечно же, да, потому что я бы хотела отметить ваше внимание на то, что победа над коронавирусом – это только первый этап в вашем выздоровлении. Вы не должны складывать руки и с облегчением вздыхать после того, как вы вылечитесь от коронавируса. Я не хочу кого-то пугать, но, к сожалению, по факту мы имеем то, что после даже легкого течения коронавирусной инфекции пациенты получают фиброзированную ткань в легочной, ну, фиброзированную ткань в легких, то есть фиброз легких. Это достаточно... Я прошу прощения, для зрителей, что такое фиброз легких? Ну, фиброз – это рубцы, да, такие? Это рубцы, да. Это патологическое разрастание рубцовой ткани, ну или физиологическое, на месте повреждения легочной ткани, там, где было, грубо говоря, воспаление. Там, где легочная ткань повредилась, там образуется, если простым языком говорить, рубец. Конечно же, рубцовая ткань, она не выполняет функцию органа, то есть эта ткань не будет оксигенировать кровь, эта ткань не будет выполнять функцию легкого, поэтому получается какая-то доля, та, которая была поражена и которая в последующем заместилась фиброзной тканью, она выпадает из функции дыхания. Поэтому в последующем у людей снижается жизненная емкость легких, снижается функциональная способность легких, и в последующем их нужно реабилитировать. То есть с такими пациентами нужно работать. Зачастую, вот наш профессор докладывал, и он говорил то, что пациент в марте перенес коронавирусную инфекцию в средне-тяжелой форме.
не было никаких осложнений, не подозревали пневмонию, но через 3 месяца на компьютерной томографии уже выявляют фиброзные изменения. То есть все равно, даже если не было клинического проявления пневмонии, у пациента уже отмечалось фиброзное замещение. Это нехорошо, потому что... То есть я правильно понимаю, имеет место быть случай, ну, правда, очень редкий, мы даже, по-моему, говорим об одном, да, случае, когда не было ни симптомов, когда не было ни пневмонии, но через 3 месяца у пациента уже обнаружили фиброз. Мы сейчас должны понимать то, что мы просто это еще не диагностировали. Мы еще не обследовали пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Мы не отслеживали их динамику. Сейчас у всех людей и врачей в том числе одна цель – вылечить пациентов и не допустить максимального распространения. То есть это просто единичные случаи, которые пошли на обследование после перенесенной коронавирусной инфекции. Но в последующем, когда, дай бог, эта эпидемия утихнет, мы будем получать большое количество пациентов, которые будут страдать от снижения функций легких и от различных других патологических процессов, которые дали осложнения после коронавирусной инфекции. То есть мы просто это еще не диагностировали. Чем фиброз ткани опасен? Ну, помимо того, что он не исполняет свою основную функцию легких, есть вероятность преобразования фиброза ткани еще к другим более опасным заболеваниям? Если легочная ткань не выполняет свою функцию, то есть организм может не получать достаточное количество кислорода к периферическим органам и тканям. Это в последующем, там, где гипоксия, там спокойно может развиться онкология в результате того, что, в результате отягощенной наследственности других факторов и той самой гипоксии может развиться какой-то онкологический процесс. Также в легочной ткани это все, конечно же, нужно изучать, это все нужно исследовать, но чисто теоретически наши коллеги с России, с которыми сейчас я поддерживаю связь, они сейчас входят в группу исследований и лечения осложнений после коронавирусной инфекции. Они, в частности, по России сейчас ожидают большое количество рака легкого именно после коронавирусной инфекции. Ожидают это все чисто теоретически, потому что еще не прошло достаточного количества времени, но это, к сожалению, может возникнуть. Марина, если позволите, мой последний вопрос, а потом уже перейдем к вопросам от наших зрителей. Давеча был опрос в социальных сетях, почему в Центральной Азии, вообще у нас смертность 1,45, это очень высокая смертность считается. И был ответ, который мне бросился в глаза. Я вначале как бы даже обиделся на этот ответ, но потом как-то продумал и понял, что он очень глубокий. Да? Ответили, потому что у нас больная нация. Вот с этим определением вы согласны? Конечно же, да, я могу это подтвердить, потому что наши люди, пока не заболит, они не пойдут к докторам. К сожалению, мы вот с этим хотим на данный момент бороться. Мы начали этим заниматься, мы хотим профилактировать развитие определенных заболеваний. Каждый из нас должен понимать, что если, например, грубо говоря, человек получил инфаркт миокарда в 50 лет, то он пропустил тот момент, когда нужно было бы заниматься своим здоровьем, предположим, в 35. То есть нужно, если даже на сегодняшний день вы не чувствуете никаких симптомов, вас ничего не беспокоит, нужно проходить профилактические осмотры, профилактические обследования для того, чтобы выявлять на раннем этапе какое-то либо заболевание. Плюс образ жизни. К сожалению, мало кто из нас занимается спортом, прогулки, наша экология, питание. Это все сопряжено с тем, что организм слабеет, и это все в последующем, в частности коронавирусная инфекция, протекает тяжело. Спасибо большое, Марина. У нас еще много вопросов поступило к нам в комментариях, если позволите. Скажите, какие витамины и аминокислоты необходимы веганам? Вегетарианцам есть вегетарианцы, есть веганы. Если мы будем говорить о этой группе населения, то желательно в данном случае принимать целый комплекс препаратов, потому что они недополучают большое количество полезных микроэлементов и макроэлементов с пищей. Это железо, это белок, весь ряд аминокислот, потому что аминокислоты в основном содержатся в мясных продуктах в большом количестве. Это витамины группы В. И самое важное – это витамин С и все микроэлементы, я бы так сказала, потому что, в принципе, если их перечислять, это будет достаточно долго. Поэтому комплексы есть специальные для веганов, которые учитывают все потребности именно у вегетарианцев, и желательно принимать эти комплексы на постоянной основе.
Мгм. То есть люди, не употребляющие в пищу мясо, потенциально упускают употребление еще определенных витаминов. Да? Ну, то же самое мы, наверное, можем сказать и про фрукты, овощи. Да, потому что если мы посмотрим количественный состав тех или иных витаминов, где их содержится в большом количестве, на первом месте всегда молочные продукты, рыба и мясные продукты. А веганы и вегетарианцы обычно они как раз-таки это и не употребляют. Поэтому, в принципе, по любому дефициту, по любому микроэлементу можно уже сразу говорить, что вегетарианцы в дефиците. Мгм. Ну и еще несколько вопросов. Здравствуйте. В настоящее время, во время эпидемии, какие витамины надо давать детям после выздоровления от пневмонии, взрослым, что надо пить, чтобы обратно не заболеть? Но в первую очередь мы все с вами должны понимать, что только витамины вас не защитят. В первую очередь вы должны социальное дистанцирование, то есть сохраняйте социальную дистанцию, не посещайте места массового скопления, потому что какие бы вы витамины ни пили, если у вас будет близкий контакт с зараженным человеком, вы имеете риск опять заболеть, хотя это еще, конечно, не доказано. Витамины, которые я бы рекомендовала и взрослым, и детям, это в первую очередь витамин D, во вторую очередь это цинк, витамин С, цинк, витамин С, витамин D и витамины группы В. Это важные самые микроэлементы и витамины, которые нужны в период заболевания. Угу. Сейчас многие делают смесь лук, чеснок, хрен, мед. Хороший ли это состав для иммунки и можно его ли совмещать с витаминами? Нет никакой доказательной базы, как влияет лук, чеснок, хрен на иммунную систему, поэтому это чисто из практического опыта можно что-то утверждать, но, к сожалению, у меня нет этих данных и этих сведений. А с витаминами вы можете совмещать, потому что на усваиваемость витаминов эти вещества не влияют. Ну вот. Вроде бы ответила. Ну вот про переизбыток витамина вы уже ответили на этот вопрос в эфире. Здравствуйте, какие витамины можно сердечникам, в частности, кто ранее получил инсульт и инфаркт? Но для пациентов с сердечно-сосудистой патологией в первую очередь, зачастую, если это инсульты, инфаркты, значит есть гиперлипидемия, и зачастую такие пациенты принимают длительное время статины. При длительном приеме статинов всегда истощается такой фермент, как коэнзим Q10. Поэтому тем пациентам, которые независимо от того, длительно либо недлительно принимают статины, им показан коэнзим Q10, витамины В1, В6, В12, В9, им показан витамин С. Это тот минимальный набор, который необходим. Но также для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы очень важно принимать хорошие омега-3 жирные кислоты в количестве 2-4 грамма в сутки. Это именно позволит вам профилактировать вторичные инфаркты, инсульты и очень хорошо влияет именно на целостность интимы сосудов, для того, чтобы там не откладывались бляшки и тромбы. Угу. Ну вот про дозы еще вопрос. В каких дозах нужны витамины D, С, цинк и так далее? Но доза зависит от вашего состояния организма. Если мы не можем получить лабораторные анализы, мы хотя бы должны оценить клинические проявления этих дефицитов. Но если пациент не обследованный, я его не вижу, я не могу его оценить, я рекомендую 5000 единиц витамина D, цинка 25-50 мг, а относительно витаминов группы В это водорастворимые витамины. То есть это те витамины, которые невозможно дать переизбыток. Излишки, они всегда через мочеполовую систему выделяются. Поэтому вы можете принимать витамины группы В в повышенных дозировках, в частности, например, фолиевую кислоту, витамин В12, витамин В6, В1 можете в максимальных дозировках принимать, либо уже в комплексе. В комплексе тоже есть хорошие витаминов группы В. Ага. Здравствуйте. Если ферритин высокий очень? Вот есть такое утверждение, что пациенты с высоким ферритином получают большое количество осложнений именно как раз-таки от коронавирусной инфекции. Это было замечено в европейских странах в период пандемии в Испании, в Италии. Поэтому высокий ферритин – это не совсем хорошо. Тут нужно установить причину высокого ферритина. Слишком много употреблять железа, если вам его не капали и не давали в таблетках, невозможно с продуктами питания. Скорее всего, есть где-то скрытое воспаление. В таких случаях мы рекомендуем сдавать С-реактивный белок,
смотреть, есть ли скрытое воспаление, и затем уже в последующем предпринимать какие-то решения. Но тут вам нужно, конечно, поработать с организмом, есть какие-то нарушения. Нужно ли давать детям витамины для поднятия иммунитета? Конечно, детям обязательно. Витамин D на 90% есть исследования, витамин D на 90% снижает риск развития острых респираторных заболеваний. То есть это говорит о том, что сопротивляемость организма усиливается, и дети либо субклинически протекает у них заболевание, либо в легкой форме. Поэтому детям обязательно витамин D, обязательно цинк, обязательно витамин С. Ну и если, конечно, в последующем какие-то другие дефициты, например, дефицит витамина А, то тоже нужно еще давать бета-каротин. Так, здравствуйте. Какой антибиотик более безопасен при гепатите С? Ну, наверное, это вопрос уже гепатологу-инфекционисту, да? Какое аптечное железо посоветуете? У нас в аптеках есть ряд препаратов железа. Если у нас дефицит не сильно выраженный, то, в принципе, вы можете взять тот же тардиферон, пить его с фолиевой кислотой, и будет все хорошо. Если у нас достаточно выраженный дефицит, мы должны понимать, что аптечные препараты железа при длительном применении, они дают диспептические расстройства в виде запоров, и в последующем пациенты отказываются от приемов этих препаратов, и курс терапии недополучают. В таких случаях, если нет возможности получать препараты железа, например, в составе биодобавок, желательно внутривенное железо. Внутривенное железо, да. Но тут мы должны всегда понимать, только железа недостаточно, нужны кофакторы для его усвоения. Если у вас не будет дефицит витамина В9, В12, витамина С, то тогда у вас железо будет просто уходить из организма. Поэтому, если вы пьете препараты железа, всегда принимайте дополнительно кофакторы, хотя бы витамины группы В, витамин С, медь, магний, кальций, тоже это все необходимо. Но вот от таких витаминов организм может дать такое отторжение? От каких витаминов? Ну вот от любого витамина, я не знаю, В, С, рекомендованного аптечного витамина, если он если он в пилюлях, я не знаю, или внутривенно. Нет, реакция какая-нибудь пойти? Реакция может быть, аллергическая реакция не на сам витамин, а на компоненты, потому что в препараты добавляют ароматизаторы, стабилизаторы и так далее. Плюс еще дополнительные вещества бывают. На них может быть какая-то аллергическая реакция. Вплоть до анафилаксического шока может быть реакция. Но на сам витамин реакции не бывает. Поэтому, в принципе, если у вас качественный препарат, вы можете не переживать. А что именно нужно кушать, чтобы гемоглобин повысить? Тут нужно посмотреть. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что из продуктов питания, если у вас уже есть анемия, вы, к сожалению, ее не компенсируете. Вам нужны тут препараты. Тут нужно оценить, насколько ваш гемоглобин низкий. Тут надо оценить ферритин, трансферин, и хотя бы по этим показаниям подобрать вам уже препарат. Я бы не рекомендовала ждать от продуктов питания, когда вы компенсируете анемию свою, а уже начинать принимать соответствующие препараты. Какой комплекс витаминов надо пить при узловом зобе? При узловом зобе тут нужно полностью обследоваться, исключить аутоиммунную природу этих узловых новообразований. Но при любой патологии щитовидной железы я рекомендую в первую очередь селен, витамины группы В, витамин С, но большое внимание уделить именно селену. Селен – это кофактор. И, конечно же, своему питанию. И дальше нужно обследоваться, чтобы установить, какой именно у вас узловой зоб, что стало его причиной, потому что тут однозначно сказать невозможно. У меня у мужа падает давление после приема комплекса витаминов. Какой витамин может давать такую реакцию? Тоже не могу сказать, потому что тут надо посмотреть, что за комплекс вы принимаете, в какой дозировке. Возможно, была неправильно подобрана дозировка, потому что, как правило, витамины не дают гипотонию. Гипотонию, такой реакции витамины сами по себе не могут давать. Тут, возможно, была неправильно подобрана дозировка, либо есть индивидуальная непереносимость. Тут нужно методом исключения пробовать. Здравствуйте, у мамы аллергия на некоторые продукты и лекарства, например, от витаминов С, D3, омега. Не будет ей плохо?
Не могу сказать тоже, потому что аллергия– это индивидуальная непереносимость к препарату либо его компонентам. То есть мы не можем с закрытыми глазами сказать именно у вашей мамы, на что будет аллергия, на что не будет. Вам нужно подобрать максимальные степени очистки препарата, максимального качества, ну и, конечно же, следить за реакцией организма на прием этих препаратов. Добрый вечер. А в какое время суток можно принимать омега-3, комплекс витаминов магний плюс кальций плюс D и витамин С? Просто некоторые витамины нужно пить утром, а некоторые вечером. Можно ли их пить одновременно? Одновременно прием большого количества препаратов мы не рекомендуем. Омега-3 это усваивается с помощью жиров, с помощью желчных кислот, то есть мы должны его принимать с пищей. Комплекс витамин D, магний, кальций можно принимать также с пищей, но разделить его с приемом омега-3. Витамин С принимаем после еды. А кальций можно летом принимать? Кальций нужно принимать тогда, когда вы заподозрили у себя дефицит кальция, независимо от сезона. При наличии камней в желчном можно принимать кальций? Кальций, конечно же, ну смотря какие камни. Камни бывают разные, бывает излишнее отложение именно солей кальция. Поэтому если у вас такие камни, то тут желательно разобраться сначала с желчным пузырем. Там есть различные методы коррекции камней в желчном пузыре, а потом уже начинать прием какой-то добавки. Вот рекламируют витамины Nutrilite. Что можете сказать про это? К сожалению, по брендам я ориентируюсь слабо. И не потому, что у меня мало практического опыта, а потому что я не заморачиваюсь именно на название бренда, я оцениваю состав, активное вещество и дозировку. Вот если вы мне эти данные дадите, я вам скажу свое мнение. Что полезнее, БАДы или витамины? Ну, вот, очень интересный вопрос. БАДы – это биологически активные добавки, то, что мы не съели с пищей. А витамины – это то же самое, мы их недополучаем с пищей. Поэтому, в принципе, витамины и БАДы – это неразделимые понятия. Витамины бывают в форме БАДов, бывают в форме лекарственных препаратов аптечных, поэтому тут не совсем корректный вопрос. Достаточно ли нам солнца или сейчас нужно дополнительно принимать витамин D? Витамин D дополнительно принимать я рекомендую всегда. Только исключение, если ваш уровень витамина D по методам ИФА, то, что у нас делает выше 100 нанограмм на миллилитр. Тогда я советую остановиться и через время начинать прием профилактических дозировок. Солнце, к сожалению, Кыргызстан расположен выше 35-й параллели. Для того, чтобы у нас в нашей коже синтезировалось нормальное количество витамина D, которого бы нам хватало в виде суточной потребности, нам нужно 60% тела, чтобы было открытое, без солнцезащитных кремов, без одежды, чтобы была не пасмурная погода, и с 11 до 4 часов быть на улице. Это, к сожалению, никто из нас не делает, поэтому сразу могу сказать, солнца недостаточно каждому. Плюс мы находимся выше 35-й параллели, солнечные лучи падают на нашу территорию под таким углом, который не позволяет в полноценном и максимальном объеме синтезировать витамин D в нашей коже. Поэтому солнца не хватает, прием добавок постоянный и обязательный. Можно делать небольшие перерывы. Посоветуйте, пожалуйста, мультивитамины для женщин средних лет. Это самый тяжелый вопрос на самом деле, потому что, не зная вашей патологии, соматики, элементарно даже не видя вас, не заподозрив у вас какие-либо проблемы, тяжело подобрать вам комплекс. Я, конечно, могу наугад сказать несколько вариантов комплекса, но они, скорее всего, вам не помогут. Поэтому, если вы хотите действительно какое-то улучшение, какую-то динамику положительную, вам хотя бы стоит описать свое состояние, рассказать о ваших симптомах, чтобы врач мог предположить, какие дефициты у вас, и скомпенсировать их. Аква D3, витамин 3 подойдут? Я сегодня такой купила. Ну, он подойдет, но вы должны понимать, он, во-первых, на основе пальмового масла. Есть данные, то, что он может нарушать микробиом кишечника, а также он низкодозированный. То есть там в одной капле 500 международных единиц. Если мы говорим о взрослом пациенте, то есть взрослый пациент, он должен получать порядка 20-40 капель для того, чтобы хотя бы какую-то пользу оказать. А это достаточно большое количество, и развиваются уже дисбиотические процессы в кишечнике. Поэтому есть более высокодозированные препараты, которые лучше подойдут для взрослых. Но если ничего нет, то, конечно же, принимайте Аква D3. Здравствуйте. В каких дозах надо принимать витамин D и сколько по времени? 21 день, как заболела. Если вы сейчас в период заболевания, то желательно принимать от 5 до 10 тысяч
международных единиц витамина D. Если мы хотим профилактировать, то от 10 по опыту международных коллег от 10 назначают до 50 тысяч международных единиц. Но я не могу вам рекомендовать пить больше 10 тысяч международных единиц, так как каждый организм индивидуален. Но я могу вам сказать на своем примере. Сейчас уровень витамина D у меня нормальный, и сейчас ежедневно я принимаю 20 тысяч международных единиц витамина D. Никаких осложнений у меня нету. Я чувствую себя хорошо. Слава богу, сдавала ИФА-тест. То есть я сдавала на иммуноглобулин М и иммуноглобулин G. У меня был контакт с пациентами, которые болели коронавирусом, и я, слава богу, от них не заразилась. Я не могу утверждать, что это сделал витамин D и мои большие дозировки, но я просто вам рассказала о своем примере. Угу. Есть ли противопоказания каких-то витаминов при гепатите С и Б? При гепатите С и Б, так как страдает именно печень, желательно не принимать витамин А и бета-каротин. Желательно аккуратно быть с жирорастворимыми витаминами. Это витамин К, Е и Д. И, конечно же, оценивать состояние печени и уже в последующем подбирать другие дозировки. Угу. Какие витамины нужно пить, если слабый кишечник? Но сразу скажу, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, пить я вообще не рекомендую ничего, пока вы не отработаете со своим кишечником. То есть усваиваться витамины в лучшем случае будут в минимальном количестве, а в худшем случае мы по итогу получим, как мы называем, дорогой стул. То есть все будет выходить из вас в другие наружу. Поэтому я не рекомендую вообще, если у вас имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, прием каких-либо витаминов. Вам тут нужно сначала наладить работу желудочно-кишечного тракта, а потом начинать принимать. Если ваш уровень критичный и вам нужно, например, прием витамина D в срочном порядке, есть инъекционные формы витамина D, есть сублингвальные формы витамина D. И также, в принципе, по каждому из витаминов и микроэлементов нужно в обход кишечнику работать. Угу. Витамины и антибиотики одновременно можно принимать или подождать витамина? Но тут зависит от того, какой мы принимаем антибиотик и какой мы принимаем витамин. Касательно антибиотикотерапии, сейчас, конечно же, при коронавирусе назначают порядка 2-3 антибиотиков. В данном случае я всем пациентам могу рекомендовать работать сразу с микробиомом кишечника, потому что развиваются дисбиотические процессы в кишечнике, нарушается всасываемость, это все приводит к вплоть до диареи. Поэтому пробиотики, пребиотики на момент приема антибиотиков и после приема антибиотиков я всем пациентам рекомендую в качестве реабилитации. Угу. Ну еще пару вопросов. При гипотиреозе и АИД нельзя же йод, значит селен противопоказан? Селен, он все равно нужен. Сразу скажу, при гипотиреозе, если у вас без аутоиммунной природы, то тогда йод, он обязателен к приему. Если у вас нет автономных узлов, предположим, и вы не беременны, вы не кормите грудью. При аутоиммунных процессах йод мы тоже назначаем, только его нужно назначить правильно со всеми кофакторами, предварительно назначив кофакторы длительное время. Гипотиреоз, его в любом случае нужно компенсировать. Сразу при аутоиммунных процессах я назначаю суточную потребность йода 200 микрограмм. Селен назначаю первые 2 недели даже ударную дозу. Поэтому и по итогу мы получаем хорошие результаты. Но сразу же хотела отметить, пациентам с аутоиммунными проблемами желательно еще посмотреть свое состояние именно ферритина. Железодефицит очень часто дает старт аутоиммунных процессов, в том числе и гипотиреоза. Угу. Цинк и магний B6 какую роль играют во время пандемии? Это, наверное, последний вопрос, который я успеваю задать. Ну, вообще, магний – это регулятор биохимических процессов. Он очень расходуется во время стресса, поэтому это все нам необходимо периодически восполнять. И я магний сейчас тоже могу рекомендовать всем пациентам в дозе 500-600 миллиграмм. Можно на ночь принимать. Есть глицинат магния, который также будет положительно влиять на работу головного мозга. Цинк – это вообще у него есть доказательные статьи, доказывающие его эффективность в отношении респираторных заболеваний. Он обуславливает
обуславливает целостность слизистой дыхательных путей, слизистой кишечника. Поэтому, так как мы знаем, коронавирус протекает и в кишечной форме, это все цинк очень показан в дозе 25, даже 50-60 мг в сутки. И желательно тут очень важный момент подбирать именно органическую хелатную форму, что цинка, что магния, что других витаминов и микроэлементов. Спасибо большое, Марина. Я сегодня беседовал с вами и горд, что в нашей стране есть такие специалисты, как вы. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо большое, что приняли участие в нашем проекте «Слово доктору». Проект студии Antares Creative Group реализуется при поддержке Красного полумесяца Кыргызстана, а также в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Республиканским штабом по борьбе COVID-19. Мы с вами уже увидимся завтра в 20:00. Марина Горнаженко, врач-дермовенеролог, специалист по антивозрастной медицине, сегодня была у нас в гостях. Всего доброго, до свидания. До свидания.